Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская. Сегодня гость нашей студии, начальник отдела культуры городской администрации Гульнас Вакиловна Акназарова. Добрый вечер, Гульнас Вакиловна. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся сразу после такого масштабного мероприятия, которое проходит раз в 2 года в нашем городе, Ирандык-Мандары-2016. Чем прошлый фестиваль отличался от нынешнего? Вот какие-то были кардинальные различия? Кардинальных различий нет. Единственное, что масштаб самого мероприятия, он настолько велик, что отличить один от другого приходится только, наверное, мы меряем только усталостью. Но эта усталость, она приятная. В этом году из заявленных 91 конкурсанта приехало 80. Это хорошее количество. Что отличает, это качество. Профессиональные исполнители у нас, в общем-то, вот в прошлом году, если были какие-то вопросы по профессиональному исполнительству, в этом году качество, уровень профессиональных исполнителей был, зашкаливал, я бы даже сказала, потому что выбрать лучшего из лучших, это было очень сложно, поэтому мы с вами беседовали до начала нашего эфира, разговор шел о некоторых артистах, которые вообще и не прошли на второй тур. Это был удивительный конкурс среди профессионалов. Немножечко огорчили, конечно, самодеятельные исполнители, но тем не менее они тоже были на хорошем уровне. Первое место среди самодеятельных у нас не было, но зато у нас было 2 первых среди профессиональных исполнителей, и так и далее. А что касается нашего данного конкурса, мы его всегда называем брендовым мероприятием. И я думаю, что не ошибусь, потому что, приходя уже после закрытия в драматическом театре, после торжественного закрытия на Центральную площадь, всегда удивляешься количеству людей, которые ждут продолжения праздника. То есть они знают и любят. Я больше всего радуюсь тому, что люди любят национальное искусство и народные традиции. Ведь мы не даем популярную какую-то музыку. Там звучат народные протяжные песни. Мы показываем исполнителей именно в этом направлении. Учитывая то внимание, которое горожане, зрители проявляют к этому фестивалю, есть надежда на то, что духовность не будет потеряна. Вы правильно сказали, что это брендовый Сибая фестиваль, конкурс, но раз от раза ширится его география, растет его масштаб. Нет опасения, что он переедет в столицу республики? В столице, я думаю, достаточно своих брендовых мероприятий, которые бы они приняли. Поэтому сейчас 28-го как раз пройдет Урал-Моңо. Это одно из самых брендовых мероприятий. И очень много других конкурсов. Я думаю, что вопрос когда-то муссировался, что он должен переезжать из региона в регион. Но сложность в том, что мы потеряем, во-первых, исполнителей, мы потеряем, наверное, саму суть. Я осмелюсь сказать, что Салават Йене, когда он переехал из Салаватского района, он потерял корни. Угу. А нам нельзя ни в коем случае терять корни, и поэтому город Сибай, он, не скромно, но мы столица Зауралья, и у нас в столице должно быть свое брендовое мероприятие. Тем более, что к этому мероприятию сейчас у нас еще и присоединился второй конкурс Ирандык-Батыры, который становится уже тоже традиционным, он 3-й раз проводится, и 2 национальных колоритных мероприятия, они взаимодополняют друг друга. Но в этом году удивили гости из-за рубежа, из Венгрии. Они сами изъявили желание, то есть узнали об этом фестивале, или ведется какая-то работа по приглашению зарубежных гостей? Потому что я знаю, что диаспоры довольно широко представлены в разных странах. И везде любая диаспора, любое национальное меньшинство, оно пытается крепко держаться за корни, сохранять свою культуру, даже живя в совершенно другой культуре. Открою, я, наверное, не открою секрета.
если скажу, что вот заканчивается наш очередной фестиваль, и мы начинаем уже думать на следующий год, чем бы порадовать наших горожан. В прошлом году у нас были Казахстан, не в прошлом, позапрошлом году. 11-й фестиваль нас радовал гостями из Калмыкии. В общем-то, мы стараемся создать какую-то изюминку каждого мероприятия. Поэтому в этом году штаб у нас под руководством Сажды Факиловны начал работать уже с осени, и мы совместно начали искать, что бы мы могли представить зрителям, кроме тех исполнителей, которые были представлены как конкурсанты. Действительно, это была изюминка. Все зрители остались, наверное, приятно удивлены тому, что Давид Кара – это востоковед. Он профессор, он ученый, этнограф, который изучает тюркский мир, тюрк-дуньясы, как он говорит, и прекрасно изъясняется на башкирском. А Марта Шебештен – это золотой голос мира, как называется венгерская артистка ЮНЕСКО. ЮНЕСКО во имя мира. Она буквально, как она сказала, из Франции в ЮНЕСКО и сразу же в Сибай она прилетела. То есть она дома в Будапеште не была. Но она осталась очень довольна и сказала: я побывала у себя дома, как будто у себя в семье. На самом деле, вы, если были на гала-концерте и на закрытии, на концерте мастеров, на закрытии этого конкурса, она исполняла венгерскую песню «Сабайк». «Сабай», по-моему, она созвучна с Сибаем. Угу. Мы просто, общаясь вечером с ней, как-то получилось так, что напела я им песню «Сибай», башкирскую народную песню «Сибай», что у нас город называется Сибай, и есть такая песня. Она удивилась и напела мне свой «Сабай». И получилось, что он звучит так же, как наш старый Сибай, Иске-Сибай, башкирская народная песня. И вот так вот возник вот этот номер, и он вызвал, наверное, бурю эмоций у всех зрителей, и действительно это был гвоздь программы. А это было придумано буквально вот на лету. А Давид Кара, он уже давно играет на курае и изучил Ильсы Гайса, башкирскую народную песню, уже по DVD-диску, который ему подарили уже в тот приезд. Уже в 13-й раз прошел Эрандык Мандары. В принципе, какие-то моменты, наверное, уже устоявшиеся, основополагающие. Будет ли меняться формат конкурса в будущем? Сложно поменять формат национальной песни, потому что если это Оденкёй, он поется так же, как Оденкёй. Если мы поменяем, значит, формат песни, это уже не будет фольклором, это уже не будет традиционным народным исполнением, это будет как бы ремикс, это уже Урал-Монго, поэтому лицо потеряет. Да, лицо потеряет сам конкурс. А формат, если вы имеете в виду гала-концерта, ну, мы можем его сделать более легким для населения, эстрадные песни, но тогда весь смысл этого конкурса, конкурсных дней, и показать, за что мы дали Аралбаеву гран-при, когда он спел «Эскадрон», у нас стены драматического театра дребезжали стекла и стены, настолько сильный голос, и тут уже и не поспоришь, достоин он, недостоин. Он доказал это уже во время конкурса. Но или же тот же Вильдан Кутуев, который занял первое место. Ну, Кутуевы – это отдельная история для Эрандык Мандары, потому что получается, что весь род Кутуевых прошел через Эрандык Мандары, и звездами они стали только благодаря, наверное, Эрандык Мандары. И поэтому, когда спел этот мальчик, член жюри сказал: у меня аж мороз по коже пошел. Это настолько ребенку 9 лет, и он спел народную песню, что у члена жюри, профессора училища искусств, дрожь по коже. Это говорит о том, что в нем сидит талант. Этот талант уже ничем не убить. Это дано природой. Кстати, про Кутуевых я могу сказать. Марсель Кутуев, он прошел все этапы, значит, он стал обладателем гран-при
первое место гран-при детского конкурса, победитель самодеятельного. Потом следующий этап он стал обладателем гран-при среди профессионалов. Сейчас он в Уфе. Он должен был приехать, но его отправили в Болгарию представлять республику на уровне уже, видите, международном уровне. Поэтому мы очень горды тем, что у нашей Кутуевой радует нас, что след Эрендек Муңдары идет уже по всей республике, не только по республике, но и уже на международном уровне. То есть это получается, что фестиваль позволяет запустить на орбиту новые звезды, не просто их открыть, но и дать им дорогу в жизнь. Культурная жизнь в нашем городе очень насыщенная. Недаром, правильно вы заметили, Сибай называют культурной столицей Зауралья. Вот в данный момент в нашем Краеведческом музее гостит выставка из Ямало-Ненецкого автономного округа, очень далекого от нас. Как удалось добиться такого культурного обмена и какие мероприятия в этом плане планируются в дальнейшем? Вообще, культурные обмены мы думали, очень долгое время продумывали передвижную выставку, потому что это, ну, вы знаете, да, что принята дорожная карта, где мы ставим себе задачи на перспективу, и на эту перспективу мы и работаем. Но мы не планировали о том, что поедем так далеко, в Ямало-Ненецкий автономный округ. Наша выставка, кстати, там сейчас гостит «Жизнь и быт» башкир Зауралья. Мы отправили эту выставку, и они сами вышли к нам с этой инициативой. И молодой директор Ярмолина Альбина Зуфаровна с удовольствием подхватила на свой страх и риск. Мы сумели организовать данную выставку обменную. Получилось, что Ямало-Ненецкий автономный округ выиграл грант на передвижную выставку по всей России. То есть они свою малую родину, свой малый народ будут демонстрировать по всей России. Выбор пал на нас. И мы, пользуясь случаем, сделали обменную выставку. И на сегодняшний день, вот мы в пятницу перед закрытием межрегионального конкурса Эрендек Муңдары открыли данную выставку. И с удовольствием наши гости посмотрели быт и традиции тоже малого народа, Ямало-Ненецкого. А так, в общем-то, ничего сложного, оказывается, в этом нет. Была бы инициатива руководителя, было бы желание руководителей, расстояние не предел. Я думаю, что это очень интересная практика, потому что все-таки город у нас небольшой, да, и я думаю, что каждый второй, наверное, точно побывал в Краеведческом музее и уже наизусть знает все экспонаты, а вот такой вот культурный обмен, он довольно интересен. А страна-то у нас огромная, народов в ней ой-ой-ой сколько, и поэтому, мне кажется, нужно продолжать. Ну, кстати сказать, что историко-краеведческий музей начал работать очень интересно. Ночь музеев в этом году у нас была проведена очень масштабно, более 600 людей прошли через историко-краеведческий музей. Руководство музея сумело организовать очень много интересных гостей, в том числе и наши венгры представили свое творчество, приезжали представители Скизийского района. И клуб реконструкции военной одежды с Баймакского района приехали, тоже вызвали бурю эмоций, они выступали, и они представили одежду, оружие, демонстрировали фильмы, проводили квесты. Очень было интересно, и я думаю, еще отзывы будут. Поэтому в этом отношении историко-краеведческий музей ищет новые варианты работы, ищет какие-то новые формы работы. И не только историко-краеведческий музей. У нас и библиотека ночь, библионочь проводят, вызывает очень много интересов. А какие выставки проводит новая художественная школа в рамках своей школы, вне школы, вплоть до Питера сейчас мы уже добираемся. Поэтому идем семимильными шагами. Опять же о времени, 2016 год, год российского кино, и вот буквально недавно, получается, в конце апреля, в последней неделе апреля отметилось таким масштабным событием, как форум с участием видных российских актеров, которые провели здесь у нас в городе. Стоит ли ожидать сибайцам чего-то подобного вот в течение года? Все-таки, всего лишь 5 месяцев прошло, и до конца года еще очень много времени. Какие мероприятия, посвященные тематике, вы планируете?
Ну, действительно, год у нас кино начался очень бурно. Это в январе Сибайское концертно-театральное объединение представили на суд зрителей очень интересный концерт, отрывки из любимых фильмов. Сибайский драматический театр имени Арслана Мубарякова тоже представили на суд зрителей актеров, которые снимались в кино. Актеры на сцене и в кино они сделали такую программу, тоже было очень интересно. Кроме этого, мы приняли киномарафон, республиканский марафон. Мы его приняли в кинотеатре «Мир», но, к сожалению, вот так вот получилось, так сложилось, что кинотеатр «Мир» сегодня не функционирует, но масштабные мероприятия провели в МФК «Зауралье» в кинотеатре «Атмосфера». Было интересно, и кроме этого мы провели презентацию фильма молодых режиссеров Габдуллиных, презентацию фильма в этом же кинотеатре, и очень много еще запланировано, они собираются снимать еще дополнительные фильмы. Мы сейчас сделали положение о конкурсе любительских фильмов совместно с Курултаем, молодежным Курултаем Башкир, и в конце года мы уже подведем итоги. Но самый главный наш проект, это в сентябре мы будем стартовать «Сибай зажигает звезды 2», «Сам себе режиссер» он будет называться, но это рабочее название, возможно, мы его поменяем, но он будет посвящен году кино. И я думаю, мы еще выявим массу талантов, которые не реализовали себя в кино, ну или на сцене. Тут И же, это может быть, тоже совершенно будет интересно. различные жанры. Будут очень различные жанры. Я пока раскрывать не буду. На сайте администрации, Центра народной культуры появится информация, мы через телевидение информацию дадим. Сейчас разрабатывается очень интересное положение. Актив работает, мы хотим, чтобы год кино закончился очень феерично. Ну что ж, я помню, что в одной из наших последних встреч вы как раз говорили, я задавала вопрос по поводу «Сибай зажигает звезды», и вы говорили, что есть в планах продолжить эту традицию, и вот в такую интересную форму это все вылилось. Еще немножечко вернемся к Ирандык Мандары, но не к самому конкурсу, а к, так скажем, событиям-спутникам. В этом случае получилось, что таким спутником этого межрегионального конкурса стал фестиваль национального костюма. Расскажите вот поподробнее про это мероприятие, как возникла идея провести его, станет ли он регулярным, вот что вы можете нам поведать? Положение разработано Министерством культуры и национальной политики, Республиканским центром народного творчества, школой Сесенов, центром Урал, республиканский центр возглавляет центр Урал, и нашей школой Сесенов. В общем-то, интересной идеей, мы с удовольствием его поддержали, на самом деле, почему бы и нет, и он был приурочен к Ирандык Мандары, наверное, это правильно, потому что как раз национальная. Но здесь получилась квинтэссенция, да, и взаимодополнение, да. Взаимодополнение. Поэтому он будет традиционным. Школа Сесенов, он себя позиционирует именно возрождение пластов национального творчества во всех направлениях, и поэтому традиционный национальный костюм, он будет представлен не только в традиционном виде, но и в стилизованном виде, поэтому мы должны любить не только свой язык, но и все его обличие, скажем так, в форме костюма. Поэтому с удовольствием приняли участие, и гости нашего фестиваля, те же венгры, были приятно удивлены, что такое шествие шло по городу, что Ирандык Мандары начался именно вот с традиционного национального костюма. Оно придало изюминку этому мероприятию. Но и Ирандык Мандары, я думаю, придала изюминку данному усилила эффект данного мероприятия. То есть первый фестиваль, он не прошел плохо. Фестиваль национального костюма. Блин, не вышел комом, как говорится. Ну, я не стала так говорить. Вы знаете, в одной из своих поездок вот, в Казахстан я узнала, что там довольно популярно, ну,
это модно праздновать свадьбы в национальных костюмах. Вот там есть целые мастерские, которые шьют национальные свадебные костюмы. Вот, возможно, это даст толчок к такой традиции. И в нашем городе ведь есть национальные свадебные костюмы и у башкир, и они тоже очень красивые. Да, хотелось бы, чтобы они были именно национально-традиционно, национальные башкирские, Да, а да, не да. других народов заимствованные. В этом отношении я думаю, что вот этот как раз парад, А вот может этот быть, это будет фестиваль, идея. Вот все модные показы заканчиваются чем? Показом свадебного платья. Вот Да, и здесь, да. возможно, что-то новое появится. Ну, конечно, хотелось бы спросить о том, чем можно гордиться. Прошло всего 5 месяцев, ну, почти полгода, да, вот июнь уже 6-й месяц будет. Почти половина пути этого года пройдена. Чем гордитесь? Наш коллектив, он работает стабильно, и все творческие коллективы на очень высоком уровне подтверждают свое высокое звание, народные, образцовые. Недавно прошел городской конкурс «Медный каблук», где приняли участие около 50 коллективов хореографических всего города. Это было масштабное шоу. Если мы 2 года назад просматривали около 100 концертных номеров, здесь 200 концертных хореографических номеров, и выбирать было из чего. Горжусь тем, что действительно наши образцовые коллективы, каждый раз выезжая за пределы нашей республики и даже в пределах республики, привозят только призовые места. Буквально в конце прошлого года, в начале этого года, народный ансамбль танца «Индикай» Центра народной культуры стал обладателем национальной премии «Будущее России». Это в городе Москва. Это среди всех многих творческих коллективов всей России. Я подозреваю, что тысяч, даже да, не сотен. Тысяч, да. 6 коллективов стали по всей России обладателями вот этой премии. Я была очень горда. И вот буквально недавно, в апреле месяце, образцовый ансамбль танца «Аллегро» детской музыкальной школы Ольга Михайловна Исакова руководит данным коллективом. Они еще раз подтвердили о том, что образцовое звание им не просто дано. В Уфе они стали обладателями промежуточного фестиваля, финала международного фестиваля «Планета талантов». Они привезли нам гран-при в общекомандном зачете. И в Питере, в Санкт-Петербурге они выезжали буквально перед 9 мая. Мы пожертвовали этим коллективом, отправили их, они вернулись только 10 мая с обладателями гран-при международного фестиваля «Планета талантов». Буквально 2 года назад такой же гран-при привозил нам детская школа искусств. Это образцовый ансамбль танца «Оскон», руководитель Сания Славатовна Хайбулина. Сейчас детская музыкальная школа. И вот так вот поэтапно мы побеждаем международный уровень. И вот буквально в Казани прошел всероссийский конкурс хореографических коллективов. Ансамбль детской школы искусств привезли Малика, ансамбль танца Малика. Оно не имеет звания, но тем не менее это очень хороший добротный коллектив. Михри Нисо Додахаджаевна Маматова руководит данным коллективом. Привезли 1 место. Ну, как я могу не гордиться? Гран-при мы в этом году на Ирандык Мунгдары не взяли, но 1 место наш студент колледжа искусств занял 1 место. 3 место тоже преподаватель данного колледжа заняли. Дети, 5 детей нашего города заняли призовые места на межрегиональном конкурсе Ирандык Мунгдары. Хоть и мы говорим, что это наш местный конкурс, но это же оценивается профессиональным жюри, это ставится оценка нашей работе, поэтому я очень горда и, пользуясь случаем, выражаю благодарность всем руководителям творческих коллективов, всем педагогам, которые работают в данных коллективах. Ну, и, огромное спасибо родителям, такая же благодарность. Ну и на будущее я буду надеяться, что уровень, который мы взяли, культуре. Что эту высокую планку не уроним. Эта планка будет держаться очень высоко и очень долго.
Ну, вот мы с вами очень много говорим о мероприятиях различного масштаба. Любой из них требует вместительного зала, которого город лишился в связи с пожаром в здании филармонии. И этот вопрос до сих пор волнует горожан, он всплывает постоянно в нашем общении со зрителями. Как продвигаются дела по восстановлению этого культурного учреждения? Если я вас не спрошу, меня не простят. Идут проектные работы. Я была на выездном совещании в городе Баймак, он проходил, и как раз подняла этот вопрос по проектированию данного здания, по реконструкции Сибайского концертно-театрального объединения. В общем-то, меня уверили, что проектные работы ведутся, деньги выделены. И вот буквально 2 недели назад директор Сибайского концертно-театрального объединения убедил меня в том, что деньги выделены и проектные работы уже ведутся, что театрально-концертное объединение, здание включено в РАИП. Но, в общем-то, я буду надеяться, что на следующий год строительство начнется. Но этот вопрос скорее главе администрации, нежели ко мне, но тем не менее мы сами тоже переживаем, каждый раз задаем этот же вопрос, который вы задаете, горожане задают, Министерство культуры, людям, которые ответственны за сохранение культурного наследия, за сохранение культурных объектов, он же включенный объект, выявленный объект культурного наследия. И задаем этот вопрос, они нас уверяют, не беспокойтесь, все на контроле, и в ближайшем будущем строительство начнется. Но будем надеяться, я точно так же надеюсь, как и вы, и точно так же, как всем горожанам, нам не хватает просторных помещений, нам как никогда не хватает филармонии, зала, который всегда нас радовал. Ну что ж, вот напоследок, какие у вас есть пожелания, а может быть просьбы, обращения к нашим горожанам? Я прежде всего хочу поздравить горожан с наступлением летнего периода, приятных всем отпусков, чтобы отпуска прошли так, как вы пожелаете, а уже начиная с осени приглашаю принять участие во всех тех мероприятиях, которые мы запланировали, особенно в тех мероприятиях, которые будут касаться года кино. Это настолько разгружает, настолько обогащает, и получаете неимоверный отдых. Вот я всегда удивляюсь хору ветеранов, фольклорным ансамблем Янгузе и Яугуль, где люди пожилого возраста, я бы даже не сказала среднего поколения, с удовольствием не пропускают ни одного занятия. Они отдыхают душой. И живут полной жизнью. И живут полной жизнью. И я хочу нашим горожанам пожелать жить полной жизнью, получать удовольствие от жизни, от окружающих вами людей. С наступающими всеми праздниками, приятных вам летних отпусков. Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня гостем нашей студии был начальник отдела культуры городской администрации Гульнас Вакиловна Акназарова. Ну а меня зовут Алина Полянская. Всего доброго и берегите себя. До свидания.